Довольно резонансным стало в Абхазии заявление премьера Армении Никола Пашиняна, сделанное им в ходе прямого эфира 24 ноября, когда он отвечал на вопрос, готова ли Армения признать Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территорией. На что армянский лидер ответил, что он в своих публичных заявлениях несколько раз заявлял, что они полноценно и однозначно поддерживают единство и государственность Грузии. Отметим также, что Армения в ООН голосовала против резолюции, признающей право всех беженцев и внутренне перемещенных лиц на возвращение в Абхазию и Южную Осетию, но с 2019 года показательно не принимает участие в голосовании. По словам Пашиняна, голосование Армении в ООН по этому вопросу до и после 2019 года существенно разнится, чем удовлетворены, как мы понимаем, представители Грузии. Понятно, что имеется в виду, что позиция армянского руководства с 2019 года резко сместилась по западному вектору. Отреагировав на это заявление армянского премьера, президент Аслан Бжани отметил, что подобные заявления делаются под влиянием Запада и, цитата, «противоречат избранному народом Республики Абхазия пути реализации права на развитие в качестве независимого государства». В заявлении отмечено: «Считаем необходимым напомнить премьер-министру Пашиняну, что в Республике Абхазия с уважением относятся ко всему армянскому народу, часть которого нашла свое спасение от трагических событий прошлого именно в Абхазии. Сегодня армянская община в Абхазии представлена в центральных и местных органах власти. Армянский язык и культура поддерживаются государством, свободно функционируют структуры армянской апостольской церкви». Как отмечено в заявлении главы государства, армяне в Абхазии имеют все, что не смог гарантировать Никол Пашинян армянам Карабаха, которые вследствие проводимой им политики столкнулись с трагедией крушения государственности и массового исхода с родной земли. Мало того, следствием политики Никола Пашиняна стало нарушение территориальной целостности и самой Республики Армения. Конец цитаты. Также Бжани призвал руководство Армении отказаться от индоктрированной риторики и начать считаться с фактическим положением дел при реализации своей внешней политики. Также депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия Ашот Минасян, Галуст Трапезанян, Эрик Рштони и Левон Галустян прокомментировали заявление премьера Армении Никола Пашиняна о полноценной и однозначной поддержке единства и государственности Грузии. Депутаты расценили заявление армянского премьера как демарш против Абхазии. В заявлении депутатов значится: после трагедии в Арцахе, когда действующее армянское руководство обрекло 120 тысяч своих же граждан, проживающих в Нагорном Карабахе, на выселение, можно было оставить без комментариев последнее выступление Пашиняна, но слишком цинично прозвучал тезис о поддержке территориальной целостности Грузии. Цинично не потому, что Республика Абхазия, являясь независимым государством, не имеет никакого отношения к суверенной Грузии, а потому, что еще пару лет назад Ереван громогласно заявлял, что Арцах – это Армения и не допустит никаких поползновений Азербайджана на территорию Карабаха. К сожалению, последующее развитие событий показало, что армянские власти подвержены конъюнктуре и легко меняют позиции, в том числе по такому чувствительному для всего армянства вопросу, как существование арцахского государства. В заявлении депутатов также отмечено, что факт исчезновения Арцаха с политической карты мира всецело в кавычках заслуга официального Еревана, сделавшего все для сворачивания идеи строительства суверенной Нагорно-Карабахской республики. Заявление Пашиняна расцениваем как демарш в отношении нашей родины, Республики Абхазия, говорится в заявлении. Сказанное премьером Армении, безусловно, произвело на нас негативное впечатление и оставило неприятный осадок. К концу своего заявления депутаты напомнили Пашиняну, что в независимой Апсны проживают 42 тысячи граждан армянской национальности и подчеркнули, что, цитата, «коренным народам созданы все условия для изучения нашего родного языка, сохранения самобытных обычаев и традиций. Мы гордо называем Абхазию своей родиной». Конец цитаты. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев также отреагировал на высказывание Пашиняна и заявил, что мнение политика Никола Пашиняна, цитата, «предавшего свой народ», не имеет никакого значения. Так Гаглоев прокомментировал заявление Пашиняна о том, что Армения полноценно признает территориальную целостность Грузии. «Мы с уважением относимся к армянскому народу, с которым нас связывают многовековые дружественные отношения, но нам не интересно мнение премьер-министра Армении, который оставил Нагорный Карабах в тяжелейшем положении
предложений, он предал свой же народ, в большинстве своем армян по национальности, которые ждали помощи от Армении. Пашинян не нашел в себе смелости признать независимость Арцаха. Нам не интересно мнение таких политиков, отмечено в заявлении. Обсудить